Ринат, салам алейкум. Мы рады приветствовать тебя в нашем подкасте. Хотелось поближе тебя узнать. Уверен, тебе есть что рассказать нам, много интересного, так как за твоими плечами огромное спортивное прошлое. Ты являешься заслуженным мастером спорта, обладателем Кубка мира, призером чемпионата Европы и мира. Правильно? Да, алейкум ассалам, Расул. Я думаю, непосредственно ты не меньше знаешь обо мне, наверное, чем кто-то из наших гостей, потому что сам ты был в спорте, однозначно следил за нашими результатами. А так, да, результаты все верные. И я надеюсь, проведем интересную беседу. Ринат, расскажи, пожалуйста, кто повлиял на то, чтобы ты оказался в этом виде спорта? И сколько тебе лет было примерно? Началось все вообще с самого детства. И никаких предпосылок не было для того, чтобы я стал каким-то заслуженным мастером спорта. И скажу честно, вообще к этому и не стремился в детстве. Потому что когда в маленьком возрасте это все как-то ветрено в голове у детишек, у ребят. Всерьез не воспринимаешь, да? Да, и как бы ходишь и ходишь вот на тренинг. Как вот сейчас у нас ходят дети, они даже не думают о том, что кто-то из них может стать заслуженным мастером спорта. А в этом ничего такого нету, никаких секретов нету. Это для них реально, все зависит от того, как они будут работать. Мне повезло, что у меня оказался такой наставник в лице Пчелкина Вячеслава Ивановича. И начал я свою карьеру, на то время это секция, кружок, а потом это уже переросло в карьеру. И начал в 5-й школе, в том самом знаменитом подвале, вот сзади 5-й школы. И пошел в 1 класс, и в 1 классе у нас физкультуру, он и был физруком у нас. И все начиналось с игры, формат игры, и вот так все перекатилось. Свой первый тренировочный день помнишь? Именно вот это урок был физкультуры. Урок физкультуры. Да, урок физкультуры, там бегали, прыгали, там дзюдо и не пахло вообще. Там просто дурачились, бесились. А вот первые результаты, да, первая ступень на пьедестале, первая медаль, кубки, как быстро пошли результаты? Или бывает спортсмены, например, очень рано начинают показывать результаты. Есть такое спортивное выражение «поздний ребенок». Или твои результаты относительно поздно начали? У меня, антропометрия, да, правильно, такая, что я не мог рано начать показывать какие-то результаты, потому что и рост. Ты с детства был крупным ребенком, да? Да, с самого детства чуть опережал событие. И поэтому, потом уже в таком среднем возрасте уже и чуть мясо прилипло, а изначально худой, высокий, а результат, ходить бы без происшествий, о результатах речи не было. Поэтому все, естественно, было в позднем формате. До 2008 года я тренировался в этом подвале 5-й школы, и мой тренер верил в меня. Хотя я сам в себя, может, и не верил на тот момент, но он всегда мне говорил, что вот работай, вот это делай. И ты думаешь, что он такую ерунду мне как советовать можно. Я делал болевой со стойки, такой прием у нас есть. С моими габаритами это вообще нереально было. А он мне всегда говорил, вот ты делай, потом вспомнишь меня. И, в общем, я этот болевой сделал и олимпийским чемпионом, и чемпионом мира, и в таких решающих схватках. Прям очень много раз он меня выручил, этот болевой, который я вообще нехотя отрабатывал. Это интуиция, это профессионализм тренера. Естественно, о Пчелкине Вячеславе Ивановиче это можно целый такой же подкаст про него можно воспитал, целую плеяду чемпионов. Да. Кстати, да, ты сейчас только что затронул тему Олимпийских игр. В каком году было это и какие вообще воспоминания об Олимпийских играх? Не только как спортивная составляющая, а вот что запомнилось
за пределами ковра. Может быть, там олимпийская база, там, или открытие, там, или еще что-то, какие-то там истории, связанные с Олимпийскими играми. Ну, Олимпийские игры это совсем уровень уже, конечно, космический именно в плане психологии. Там есть ряд соревнований, ну, в дзюдо, я не знаю, как в других видах олимпийских дисциплинах. Но есть ряд соревнований, которые по составу, по накалу, ну, по всем параметрам сильнее, чем Олимпийские игры. Но таких волнений не бывает, как на Олимпийских играх. И запомнилось, ну, у меня чуть такая проблематичная подготовка была к играм. Потому что в 2016 году, в начале года, в январе я выиграл Гран-при Гаваны на Кубе. И стал в мировом рейтинге третьим. А у нас, ну, рейтинг, мировой рейтинг. А в дзюдо там, да, по рейтинговой все системе, по рейтингу, да. Даже если ты выиграл, допустим, предолимпийскую Россию, не факт, что ты поедешь на Олимпиаду, да? У нас Россия, чемпионат России, это вообще, ну, Это это первый шаг для чего-то серьезного. То есть это не отборище на мир? Там, Вообще, на это не о там о мире там мечтать даже не стоит. Ну, это надо еще целый ряд соревнований пройти, чтобы потом попасть. Вот сегодня, кстати, в день нашего эфира наш земляк, об этом тоже скажем, Анзор Гогов, Кстати, стал да. чемпионом России, с чем мы его поздравляем, его тренеров, наставников. Вот сегодня он сделал первый шаг к чему-то серьезному. Поэтому у него еще очень все дальний путь, дальняя дорога. Да, желаем Анзору больших успехов. Да. Вроде такой серьезный результат, но для того, кто прошел большой путь, понимает, что это всего лишь первый шаг Это на начало, пути да. к большому успеху, да? Да, это вот он, допустим, вот в 2016 году у нас Олимпийские игры были, на которых я участвовал, и в начале года я был третьим в мировом рейтинге, а это, ну, очень, как бы, серьезный, как бы, показатель. Уже восьмерка, вот первая восьмерка, она лидер, ну, восьмерка лидеров считается. Исходя из рейтинга, эти лидеры друг от друга раскидываются, ну, чтобы они ближе к полуфиналу, к финалу встретились. И все, наверное, помнят, ну, кто любители спорта наблюдают, как раз в 2016 году вот этот Мельдоний, вот когда был кризис, Мельдониевый кризис. А Мельдоний это... Все на этом и попадались, да? Милдронат это аптечный препарат, который я вообще не принимал никогда. Ну, я принимал там, да, какие-то витамины там, ну, и именно вот этот препарат, за который они цеплялись, я его вообще не принимал. Ну, милдронат это обычное лекарство, по-моему. Да, для сердца. Для это сердца, вот в любой аптеке он продается. И вот этим кризисом мельдониевым ушатали и мой рейтинг, мою всю подготовку. То есть сняли с ряда соревнований там с Европы. Ну, отовсюду. Это на рейтинг как-то повлияло? Да, ну вот я в январе я отбариваюсь в турнир рейтинговый, выигрываю его и становлюсь третьим в рейтинге. Олимпиада получается в августе этого же года. И с января до июня мне не дают нигде бороться. Якобы, если я где-то что-то займу, меня проверят допинг и увидят мельдоний. Да я говорю, я его вообще не принимал, этот мельдоний. Если меня поймают с каким-то препаратом, ну пусть меня дисквалифицируют. Я сам несу ответственность. Ну, Олимпиада же, попасть на Олимпиаду это раз в жизни, и то не факт, что туда кто-то попадает. И тут из-за того, что какие-то риски, получается, жертвуешь всем. И, естественно, не дали там и тренеры, и сборная, и все, там нет, нельзя рисковать туда-сюда. И до июня месяца не дали нигде бороться. Естественно, та восьмерка лидеров, она перед Олимпиадой набаривается, чтобы повыше к рейтингу пойти. И в итоге я поборолся в июне в Мадриде, в Испании. Там тоже выиграл, ну, там уже кубок, ну, такой, там 100 очков давался, но эти 100 очков ни на что не повлияли. В итоге я на Олимпиаду поехал 13-м в рейтинге. То есть с третьего места рейтинга я ушел, даже в восьмерку не попал. И сразу первую схватку я выиграл, и вторую схватку попал под бразильца, одного из лидеров. Получается, отсутствие стартов предолимпийских, да, все-таки сказался да, на общее выступление на самой Олимпиаде. Это целый цикл мы готовились к тому, чтобы как-то выступить удачно. И тут из Мельдоний.
нам вот Да. так все Ты испортил. когда сказал, что Олимпиада, ну, там состав вроде тот же, но не всем удается выиграть Олимпиаду, я сразу вспомнил историю Али Алиев, может, слышал, Да, конечно. пятикратный чемпион мира. И 3 Олимпиады боролся. И на 3 Олимпиадах боролся, и ни одной Олимпиаду не выиграл. В общем, да, много историй интересных связано с тем, что, в общем, очень сложно выиграть Олимпийские игры. Там психология, Не сколько, да, потому что состав другой там или там сильнее, а потому что Состав Олимпиады не все справляются слабее, чем состав чемпионата мира. психологическим моментом, Вот да. в дзюдо, допустим. Потому что на мире могут быть 2 человека в одном весе. Да. Могут 2 японца быть, там 2 бразильца, 2 грузина. А на Олимпиаде только по одному. Там лучший выезжает и все. И по количеству меньше, и по составу. Это... Да, просто сама накал такой. Ну, прям. то, что раз в 4 года Да. все, это, скажем, мечта любого спортсмена, любого парнишка, и Ну где-то да. где-то перегорают, скорее всего, Ну, да? это такое разочарование, От честно. ожидания. Такое, когда ты чрезмерного. столько готовишься, и потом... Ты знаешь, как ты на какую-то гору поднялся, и тебя оттуда просто скинули. Ты не сам спустился, а тебя просто... Ну, в любом случае, Рената, быть участником Олимпийских игр – это очень большой показатель, большой успех. На сегодняшний день занимаются тысячи, а то и десятки тысяч спортсменов по разным видам спорта. И большинство из них могут только наблюдать по телевизору. А ты лично принимал участие, и это дорогого стоит. Вот. И тот опыт, который ты на своем спортивном пути обрел, сейчас мы знаем, что передаешь свой опыт молодому поколению. Сейчас ты являешься тренером, да, насколько мы Да, у знаем. меня вот свои спортивные школы. В какой момент ты решил, что хочешь стать тренером? То есть ты когда последние годы своей спортивной карьеры, ты уже об этом думал? Или ты, допустим, грубо говоря, завязал, там прошло какое-то время, и ты понял, что все-таки хочешь стать тренером? У меня, знаешь, как, Расул, у меня даже не то, как тренером. Вот я не могу себя сравнить там с Пчелкиным, там, не могу, ну это вообще даже, не могу себя сравнить там с вашим, да, одним из тренеров вольной борьбы Хызыром Черкесовым, да, там, не могу с бедным покойным Степановичем Давыдовым по боксу. Тренеры это такие глыбы, вот Юрий Алиевич Дохов, я ранее тоже это говорил на подкастах. Ну, вот это тренеры, которые, прям можно сказать, от Бога тренеры. Это педагоги, которые живут и болеют, и готовы умереть в этом зале. У меня чуть-чуть современный, подход современный. Для меня, я не говорю, что там я как-то по-другому это вижу, как минимум хочется попробовать. Для меня приоритет создать команду людей, которые будут работать на результат. Я вот своим тренерам говорю, которые со мной работают, мне вообще не принципиально, вы вот там, это сегодня мы там не пишем, да, в графе тренер, кто их тренер. Завтра мы начнем это писать, мою фамилию вообще можете нигде не указывать. У меня нету амбиций как тренера, чтобы я воспитал какого-то воспитанника сам лично. У меня есть амбиции, чтобы мой клуб, который я организовал, и работают там тренеры, чтобы с этого клуба вышел чемпион, который сказали, вот команда вот этого человека под руководством вот такого-то тренера стала там вот чемпионом России, да, вот как сегодня стал наш земляк. Анзор, да? Да, вот так, в таком как бы формате, да, у меня есть интерес, есть амбиции. И я больше организационной частью занимаюсь. И каждый день на тренировке, каждый день веду тренировку сам. Ну, бывает, что вот меня нету на тренировке. Мои тренеры, которые доверенные люди, они работают, работа не стоит. Моя задача как бы из маленьких детишек вырастить, что вот в этом клубе там, вот как у Рашида Садулаева, да, и все с вольной борьбой будем сравнивать, потому что как бы тебе близка эта тема. Вот тот в Бахрейне мальчишка выступает, Тажудинов, да. вот это воспитанник,
школу Садулаева, Да. в итоге, который выиграл у Садулаева. Он, да. Вот это же вообще... Его же натаскивал на тренировках в итоге. Да, ну вот, да я вообще даже не против был бы с моей школы, если бы меня кто-то выиграл бы. Мне бы это, ну, было прям очень приятно. Ренат, очень надеемся, что в ближайшей перспективе те планы, которые ты, как руководитель клуба, твоя команда, те планы, которые перед собой ставите, в ближайшей перспективе осуществляются. Из этого зала, уже даже залов, да, я насколько знаю, уже там несколько залов, Да. выйдут ребята на международный уровень, и в скором времени услышим их имена на чемпионатах Европы и Очень мира. надеюсь. Уверен, что твой опыт, твои там умения, навыки, которые ты обрел за такой долгий спортивный путь, они обязательно пригодятся. Вот какие вообще, на что обращаете внимание, когда берете детей в секцию? Физические данные там или, не знаю, какие-то другие есть вещи, на которые Ну, вы раньше вот мы когда... первый день, да, обращаете на это Когда внимание? когда я сам начал заниматься, вот у нас Вячеслав Иванович, я же все буду сравнивать, да, там, с тем, что я видел. Вот он, допустим, если ты 10 раз не подтянулся, он не брал на тренировку. Ничего себе. Да, я там 10 раз, я сейчас, может, даже 10 раз не подтянусь, но раньше как бы это вообще не Тебе, вариант. наверное, исключение сделал, да? И он, ну, не... Учитывая твои данные. Да, там, ну, он ну, как бы он вообще не разговаривал. Ты 10 раз, если не подтянулся, все, подтянешься, приходи. И вот так как-то, ну, у него вот такой формат был. Сейчас у нас дети приходят на тренировку, честно скажу, то, что прошли мы, я вообще не уверен, то, что могли бы пройти вот нынешние дети. Естественно, то, что были до нас, скорее всего, мы бы не прошли их путь. Ну, с каждым разом все слабее и слабее становится и молодежь, и вообще, ну, деградирует как будто все. И дети приходят, есть очень одаренные ребята, которые там запрыгивают. Вообще он нигде никогда не был, там выход на 2, там 15-20 раз подтягивает. Ну, просто отец занимается там или мать занимается ребенком, и ребенок как бы тоже не отстает. А в общем, где-то 70% очень в физическом плане отстают дети. Да. И поэтому приходится делать какие-то поблажки, приходится собирать группы из менее таких одаренных детей. И чтобы, если, допустим, вот я сейчас веду группу старших ребят, и есть ребята, которые тоже туда хотят. Я сейчас вообще хочу эту группу откорректировать, допустим, так, чтобы это прям ударные, вот самые такие были. Внутренний отбор, да? Да, потому что, ну, вот раньше я тренировался в 3 часа, и какое-то время после нас приходили старшие, и у меня мечта была в 5-часовую группу попасть. Я вспомнил, да, такую же ситуацию. Мы с 3 часов, чтобы попасть на 5-часовую группу, смотрели это, за их тренировкой. Да, это была мечта, это был стимул, потому что там были ребята, которые уже достаточно отличались своими там результатами и так далее, ну, на которых мы равнялись. Да, и поэтому вот мы тоже... Это деление даже где-то и нужно, наверное, чтобы какой-то да. стимул был для детей, потому что и даже сами тренеры, которые только-только начинали, они говорили, вот детей мало, мы и маленьких, и больших тренировали в одно время. Несмотря на то, что их мало было, они пришли к тому, что все-таки их разделили, потому что вот это вот отсутствие стимула, там младшие не тянулись к старшим, присутствие младших тоже как-то на старших тоже влияло, их расслабляло и так далее. Поэтому их разделили, и вот то, о чем ты говоришь, вот то, что тянулись к старшим, вот за счет этого и как раз-таки наладился сейчас все более современно. Конкуренция, соперничество. Да, как бы хотелось бы, допустим, как раньше, ну, я вот сейчас стараюсь их по-всякому мотивировать. У меня вот лежит мой пояс, мое кимоно в зале. Я уже начинаю их мотивировать на тренировки тем, что, типа, кто вот сегодня лучше тренируется всех, завтра там в моем поясе будет тренироваться. И у них начинается вот гонка сумасшествия, там, а кто заслужил, а кто это. И вот по-всякому как бы
Да, к сожалению, сейчас Пытаешься их. молодежь такая, что и физически намного слабее, и морально, психологически тоже намного уступают прошлых поколений. Раньше, если было достаточно сказать «выполняем», этого было достаточно, слова тренера. А сейчас периодически надо их подбадривать, мотивировать, Да. какие-то там сравнения приводить, там, да, там, каких-то спортсменов, выдающихся и так далее. Их надолго сейчас не хватает. Вот эта проблема сейчас. Ну, сейчас, знаешь, как и родители, вот я вот недавно буквально своим родителям, ну, детей в группе вот объявлял. Сейчас вот привели ребенка и все, вот сделайте мне из него чемпиона, знаешь, это как будто бы... По заказу. Да, вот ты в кафе пришел, заказал себе, тебе принесли. Так не бывает. Я стараюсь постоянно беседовать и с родителями, и с детьми. Вот моя мать, там, ну, допустим, кто знает мою мать, у меня отец в то время как бы работал, тяжело было, там время такое было, как бы, ну, семью, чтобы содержать там, тут. А сейчас вроде все условия есть, да? А сейчас вот, ну, я просто сравниваю с тем временем, также нам выделялись там, нам на поездки постоянно нужны были деньги, потому что там не выделялось там на какое-то соревнование там, и постоянно то там в долг, тут в долг, вот так, тут закрыл, тут как бы взял, тут, ну, родители так жили, я не знаю, может у кого-то по-другому было, у меня вот так было. Ну, кимоно не у всех было. Кимоно, вот первое мое кимоно, я даже цветом я даже не могу показать, какого цвета оно было. Желтое, знаешь, вот такое. Ну, как бы тем, что есть, тому радовались. И я не скажу, что я сам там глаза горели. Вот почему про мать я говорю. Потому что, можно сказать, вот когда я Вячеславу Ивановичу Пчелкину звоню, он мне всегда говорит, как там твой первый тренер? Он меня спрашивает. Я говорю, ну, поначалу как бы не понимал, о чем он говорит. Ну, твоя мать, говорит, твой первый тренер, не я, говорит, а твоя мама, говорит. Потому что она прям постоянно меня вот... Я и прогуливал тренировки, и что только не делал, и там в игротеках, там, ну, как обычный здоровый молодой. Я не говорю, что там я святоша какой-то, откуда-то свалился результат. Все, как вот сейчас делают, то же самое делал. Твоя мама, получается, приложила большие усилия для того, Очень большие усилия. Мне и нельзя было заниматься. Я в 3 классе, по-моему, у меня травма была глаза. С сестрами, с братьями, шприцами игрались. И иголку мне, короче, в глаз воткнули. И какое-то время я пропустил, и нельзя было там заниматься, все. И мама все равно, нет, ты будешь заниматься. И вот, ну, постоянно. Я один раз, вот, кстати, неподалеку отсюда здесь игротека была. Мы вот здесь рядом жили всю дорогу. И на тренировку вышел с сумкой, все. И ну, естественно, свернул, до тренировки не дошел, сумку под стол закинул, компьютер включил. И сел, все, и в игру там зайти собрался. И буквально она, видимо, уже что-то заподозрила, что то ли я не устаю, то ли там... Раньше же телефонов ничего не было, только на домашний надо было звонить. Я вот сел только поудобнее, сумку закидывал. Я обычно к концу тренировки уходил, ну, по времени, чтобы где-то до 2 часов это было. И кимоно чуть мочил там, типа я на тренировке был, и домой заходил. И тут только сел, поудобнее расположился, и сзади прям, как будто стулом по голове мне кто-то вот подзатыльника такого. Узнала, что ты не был, да, на тренировке? Она проследила за мной. Я только вот сел, я же говорю, и просто такого подзатыльника, я же говорю, думал, кто-то стулом мне по голове ударил. И все, и отцу расскажу, и как обычно, как и везде. И вот с такими боями, можно сказать, вот мы дошли до 8-го года. Ну, уже, конечно, повзрослее был, сам понимал уже. А в 8-м году уже вот, когда нужно было переезжать в Челябинск, уже она не хотела. Типа, как я один сын в Челябинск, 19 лет, куда я отпущу. Далеко от себя не хочет отпускать. Да, и там тоже, ну, как бы, отец, как бы, давай уже раз начал, уже надо, короче, добить. Да, я вспомнил тоже про свою маму. Откровенно скажу, она далеко не хотела, чтобы я боролся там.
учись, зачем тебе этот спорт и так далее, зачем эта борьба и так далее. Но пока официально я еще занимался борьбой, ни одного дня не помню, чтобы она там меня не будила на зарядку. Она была против, но ну, раз ты пока еще занимаешься, говорит, я буду максимально тоже с тебя требовать. Она сама преподаватель английского языка была и так, требовательная, скажем. И ну раз ты начал, тогда давай делай все, что от тебя зависит. Поэтому я буду в этом тебе помогать. На зарядке будила меня мама, не отец. Вот помню до сих пор, без 10-7 каждый день. Дождь, слякоть, холод, жара, разницы не было, она меня будила. Ну и в то же время периодически напоминала, может, хватит, давай завязывай и так далее. Так что родители, они, даже если там и не мечтают, чтобы ты стал там большим чемпионом и так далее, ну для них важно, чтобы ты был занят чем-то, чтобы ты относился к делу максимально ответственно и так далее. Да, у меня отец, мать у меня прям болела этим видом спорта. А отец, мне всегда отцу хотелось доказать, что типа вот там я что-то сделал, что-то смог. А ему вообще, ну он как бы не показывал это. Ну я ему вот выиграл чемпионат в Японии, есть турнир «Большой шлем», кубок, ну Кодакан, ну в дзюдо это... В дзюдо, где 4 японца на вес участвуют, это вообще космос. Это примерно как чемпионат России по вольной борьбе, где участвуют 4 первых номера там Дагестана, да, там образом. Ну, вот примерно вот так. Я выиграл этот турнир в Японии в 2014 году. И звоню, он вообще трубку не берет, ну... Хочу отцу сказать, там, я выиграл, там, ну, чтобы он там сказал хоть раз, там, молодец, там, да. Трубку не берет. До этого, когда Россию выиграл в 2012 году по мужикам, что ты звонишь, говорит. Просто я позвонил тоже, чтобы он меня поздравил, там, как дела, я не говорю, что я что-то выиграл, но я надеюсь, что он уже об этом знает. Нормально, говорит, что ты звонишь? Я говорю, да просто тебе звоню. Ну все, тогда давай, говорит, если просто и трубку бросал вот так. А мать прям следила за рейтингом, там, если я какой-то турнир отборолся, там, на сколько строчек я передвинусь, там, кто меня обгонит, вот эти все моменты. Для тебя, получается, даже больше мотивация была, чтобы отец похвалил, да, чтобы ему доказать, что... Да, он как бы все делал, что мне нужно было. Он, наверное, не показывал, просто уверенно, он, да, радовался твоему успеху. Да, сейчас вот родителям, я сам вот столкнулся с родителями, ну, с детьми, да, и вот есть родители, которые прям вот, тренировка закончилась, они разуваются, где-то растягивают ребенка своего, где-то дополнительно сами работают. Ну, видно, горят что они хотят, да, они хотят. И из этих детей вероятность того, что выйдет больше, как бы, чем с обычных, которые родители внимания не обращают, уходит и ходит вот так на секцию. Ренат, вот ты говоришь, сейчас нынешнее поколение в разы слабее, да, чем, допустим, в наше поколение, там, поколение наших старших. Как думаешь, с чем связано? Ну, это же как бы если нас сравнить с теми, кто был до нас, это тоже будет разница, потому что мы слабее были до того поколения. Однозначно слабее были. То поколение было слабее, чем еще предыдущее, и уже в формате матрешки, да, тут. Естественно, появление условий как-то сказывается, наверное. Однозначно, да? Все облегчено. Вот ты про зарядку сказал, когда мама тебя будила. Вот я тебе честно скажу, моя мама жива. Вот кто захочет, кто увидит этот эфир, пусть у нее спросит. Снег, дождь, вообще без разницы. Каждое утро, когда я уже начал более серьезно заниматься, каждое утро она меня будила и заставляла выходить из дома. Ну, на сегодняшний день я не уверен, что большинство матерей, ну, отцов, я не знаю, матерей, которые в снег там или в грязь, или в дождь погонят там. Я, может, сам этого не сделал, я сам отец, и у меня тоже дети есть. Я вот сейчас сравниваю, как бы, смог бы я вот так сделать. Ну, не факт, что я сам смог. Тот же спортзал, вот в подвале, ты говорил, да, тренировался. Сейчас столько условий, да, там шикарные спорткомплексы строятся, да, там почти в каждом населенном пункте нашей республики.
тренажерные залы, все условия родители покупают там с первого дня, наверное, уже в кимоно приходят, Да, полный. борцовки, даже я иногда ругаю там родителей в таком возрасте, зачем покупать дорогие борцовки? Они же, дети еще разбираются, сейчас век технологий, в интернет зашли, они знают, какие модные борцовки, Да, трико, фирмы и так далее. Они хотят, чтобы с первого дня они были уже Лучше. максимально одетые, обутые, да. Вот, я помню, рассказывали, покойный Бувайсар Сайтиев свою первую Россию выиграл, говорят, в Чешках. То есть в то время действительно, может, из-за отсутствия каких-то условий там, и чтобы, наоборот, всего этого добиться, может, это мотивировало, не знаю, вот как К сожалению, такого больше не будет, чтобы кто-то вот так. Это великие люди, которые... Это, я же говорю, вот у нас Бесик Мудранов, тоже олимпийский чемпион есть. Он в джинсовой куртке тренировался. Ну, раньше у него отец дальнобойщик, мама домохозяйка, мой друг. Он в джинсовой куртке старой приходил и тренировался. А попробуй сейчас какого-то ребенка в джинсовой куртке. Даже не так ребенок, как его родители будут думать, что если они его отправят в каком-то плохом кимоно, что он будет хуже того ребенка там, или того ребенка. И вот эта конкуренция еще внутри родителей, она тоже вообще убивает развитие тех детей. Просто надо быть, середину надо брать просто и не давать легких путей для своих детей. Гаджеты сильно влияют. Гаджет тоже, да? это вообще... Это я вот летний сбор проводил в Архизе. И 50 человек, вот я, 2 тренера и 50 человек детей. И у меня родители спрашивают, а как ты 50 детей? Ну а как, вот, ну вы родители, у меня бывает такое, что родители звонят мне там какого-то ребенка и говорят, пожалуйста, мы там не справляемся, там можете нам помочь. А нас, ну, у нас там, моя мать также делала, я когда чуть с рельс сходил, она всегда звонила Вячеславу Ивановичу, и все, там вопрос быстро закрывался. Ну, тогда еще это было через скакалку, а сейчас уже этот метод не совсем эффективный. Поэтому авторитет тренера, во-первых, должен быть для ребенка, он и есть, и родители должны вместе сотрудничать с тренером, и тогда только будет какой-то результат, какая-то сильная молодежь, там, сильные дети. А когда родители сами их с ложечки кормят и сами же жалеют, там, ты не делай, я за тебя сделаю, ну, как может быть сильное поколение, не будет. А вот, Ринат, ты со своей командой, да, вот клуб, твой клуб, Саитов клуб, основной контингент тренеров, они как по характеру? Строгие тренеры или наоборот больше беседуете с детьми? Ну, у нас по какому есть 2 взрослых принципу тренера. идете? Вот, взрослый, это который, один взрослый тренер, это который рядом с Пчелкиным Вячеславом Ивановичем был всю жизнь. Это Колмогорцев Александр Иванович. Детский тренер, педагог с большой буквы. Это все вот как бы старой закалки люди. И Мусаки Шмахов, ты знаешь, Да, наверняка конечно. его. Это тоже старой закалки, педагог, шикарный тренер. Кстати, вот Анзор Гогов, который сегодня чемпионом стал. У него начинал, У да? него Да, начинал, да. да. И 2 молодых тренера. Рамет Гукев, по-моему, Рамет тоже, Гукев да? тоже воспитанник Дамусы. И 2 молодых тренера, которые уже по-современному развиваются. Мы их, ну, одного из них сейчас, вот второго тоже будем подключать. Я стараюсь отправлять на эти семинары, тренерские мастер-классы, чтобы они впитывали. Я же говорю, я как тренеров их хочу развить. Не то, как себя развить тренером, а их хочу развить, чтобы они как бы работали и совместными усилиями мы поднимали уже там детей этих. И пусть даже я не буду тренером этих детей, зато я знаю, что эти люди очень порядочные, те люди, в которых я уверен, тщательно прям подбирал, можно сказать. Поэтому надеюсь, что никогда не разочаруют. И как бы и старое поколение у нас, и молодое поколение в такой коллаборации приятной работают. Да, как раз хотел эту тему тоже затронуть. Многие тренеры вообще
наотрез отказываются менять свою методику тренировок. Вот я, допустим, в свое время то, что узнал, достаточно, и думаю, на этом и смогу, допустим, вывести на тот уровень, который я хочу, да. Есть, которые идут в ногу со временем, спорт на месте не стоит, различные там может, система качки там, или система тренировок где-то меняется и так далее. Насколько вы пользуетесь этими новыми новшествами, у тебя большие связи, наверное, остались в сборной России, насколько ты часто взаимодействуешь со своими друзьями, сейчас, наверное, уже коллегами. Ну, у нас в основном дети. Я вот сам, как бы скажу открыто и всем это говорю, акцентирую на подрастающее поколение, непосредственно прямо вот на тех, кто только-только становится на этот путь. И, естественно, вот максимально стараюсь сделать их тренировочный процесс насыщенным, сделать, чтобы прогрессивным, чтобы он от этого не только, чтобы им интересно было, но и чтобы развитие было. И что касается связей, максимально, вплоть до того, что у нас есть, допустим, наш друг, он сейчас один из главных тренеров Казахстана сборной, Роберт Мушидабадзе. У него есть, он открыл базу такую небольшую, гостиничную, прямо напротив одного из лучших клубов в Грузии. Он сам с Грузии. Я вот недавно как бы построил детей там, я говорю, кто будет хорошо заниматься, и я увижу, что у кого глаза горят, весной мы поедем в Грузию на сборы. Ну, и как бы к Роберту, да. А для них все, их родители начали меня бомбить, мы что, в Грузию? Я говорю, да никто еще не едет, у них же там, ты им полслова скажешь, они все визуализируют это по-своему. Из контекста взяли, родителям передали. Поедем в Грузию, да? Все, едем в Грузию, все. Я говорю, ну, поедет, реально хочу отвезти их, попробовать, не знаю, как это получится, нет. Ну, только тех, у кого глаза горят. И родителям говорю, как бы, что хочу больше внимания уделять тем, как бы вот Вячеслав Иванович Пчелкин также делал. Хотя потом я только об этом начал вспоминать. Он вот так в первый ряд ставил тех, кто ему нужен. Ну, у нас узкий, в 5-й школе ты не был? Узкий длинный зал такой. Вот он в первые 3-4 пары ставил тех, кто должен у него под видом быть. А там, что на Камчатке творится, это его вообще не интересовало. Как бы есть и есть. Поэтому, когда ты видишь, что один ребенок горит, спит и видит, как он становится чемпионом, а другой там отслеживает, там, когда тренировка закончится, естественно, их не получится одинаково тренировать. Ренат, подскажи, пожалуйста, вот насколько важно, чтобы тренер, помимо того, что их учит стать великими спортсменами, насколько важно, чтобы он с ними проводил воспитательную работу? Ну, честно тебе скажу, вот я это собрание делаю с родителями так периодически. Вот у нас в зале, вот в 5-й школе, прошло, я не знаю, сколько тысяч детей. И Вячеслав Иванович вот нас всегда, как бы акцент шел даже не на результате. Вот я знаю, вот это уже второй мой тренер говорил, Миллер Александр Евгеньевич, который продолжил мой путь, ну, который уже профессионально взялся за меня. И вот он всегда мне говорил, что большие чемпионы, они обычно, не обычно, 90% это эгоисты. А если они эгоисты, значит они только о себе думают, им вообще плевать, что вокруг там происходит. И вот я знаю столько больших чемпионов, которые, негодяи вообще по жизни. Я не хотел бы, чтобы мой сын был вот таким чемпионом, и чтобы он был негодяем. Пусть он будет обычным человеком, порядочным, который будет воспитанным, который будет нравственное, да, какое-то у него понимание, видение. То есть от того, что мы воспитываем, в первую очередь мы воспитываем нормальных людей, чтобы у них какие-то понятия были, там, адабы, да, наши кавказские, там. Мы не должны ничего упускать.
Там мы школу как бы тоже стараемся захватить. Вот 27 октября у нас заканчивается учебный первая четверть, и они должны будут дневники все принести на тренировку. Да, сейчас многие тренеры начали эту практику, проверяют дневники. Да, ну и вот сейчас, допустим, мне один из родителей звонит, говорит, у вас что, говорит, проверка дневников? Я говорю, ну будет только 27-го. Ну, говорит, он уже начал. Никогда в жизни столько, говорит, не учился, говорит, типа оценки мне надо исправить. А вот если плохая оценка, это допустим, кто... как это влияет на тренировочный процесс или, допустим, соревновательный процесс? Ну, у нас есть группа Какие-то людей. ограничения вводятся? Нет, я просто их наказываю по-своему. У нас группа людей, которые будут с плохими оценками. Она будет проводить генеральную уборку на территории зала, тренажерного зала, тренер. Ну, полностью швабры, тряпки. Ну, без каких-то там этих физических наказаний. Они должны будут вот такое... Помню, как мы и наш спортзал после каждой тренировки разбивались по группам и по очереди. Мыли, да? Сперва подметали, потом мыли. Не знаю, насколько... Ну, в Японии это делается каждый день. До сих пор? Да, им вообще без разницы, чемпион мира, там, олимпийский чемпион, они дежурят, становятся по тройкам. Мне кажется, нам надо вернуть эту практику, это действительно закаляет. Такая уравниловка получается, независимо от статуса, да, Ну там, да. результатов. Так там статус, говорить о каком-то статусе вот сегодня, это вообще не то, что в моем клубе, вообще в республике, вот сейчас, ну, в целом мы возьмем, у нас вот сейчас в каком виде спорта, кроме, допустим, вот, ну вот в вольной борьбе Амаль, да, сейчас неплохо Да, парнишка Амаль. выступает. И у тэквондистов, насколько я знаю, вот есть парнишка, который на чемпионат мира сейчас по мужикам поедет. Быстро хотел сказать фамилию, Выков. Выков, да. Да. Вот о них двоих мы можем сейчас обозначить. А о каком другом результате мы можем сейчас сказать, там вот, там тот-то должен мыть, а тот не. И они должны, и те Да. все должны. Поэтому и первостепенно должно быть какое-то нравственное понимание на тренировке, в тренировочном процессе. Это все у них в жизни останется. То, что он там чемпионом станет, это все забудется. Да, в первую очередь надо быть человеком, да, оставаться человеком. Как ты говорил, сильный, как сказал, сильный негодяй, он еще не какую-то, а опасность обществу Ну да. может принести, да? 100%. Поэтому Ну, их потому что я же сам по себе помню, когда я вот был первым номером, ну, у тебя все вокруг тебя бегают, все идеально. Там кимоно даже, вот у нас нашивки там надо было делать, там рекламные. Ты просто приносишь кимоно, и за тебя эти нашивки даже едут, сами делают. Ну, настолько ты... А потом к этому всему привыкаешь, в жизнь, когда ты уходишь, и думаешь, кто это будет делать. Поэтому надо с первых дней как бы взять себя в руки, и детям надо вот донести это, что после спорта жизнь продолжается. Спорт — это какой-то период в жизни, который где-то тебе поможет, облегчить там в дальнейшем. А так ты как бы должен... Основа нашей деятельности — это воспитать нормальных людей, нормальных ребят. кстати, о качествах. Какие качества ты обрел вот во время спортивной карьеры? И какие качества до сих пор, ну, эти же качества помогают тебе до сих пор в жизни? И в тренерской деятельности, и вообще по всем вопросам, Ну, с которыми основное ты качество — сталкиваешься. это дисциплина однозначно. Это и то, знаешь, я вот детям говорю своим, вот я бывало частенько позволял себе там ложиться чуть там не вовремя. И когда я проиграл на Олимпиаде, я какое-то время, где-то неделю вообще не выходил из дома. Я в Челябинске был. И мне не хотелось вообще никого видеть. Сейчас проиграл Олимпиаду. Все же, каждый второй потом будет спрашивать, а как, а что. И я, 10 дней вообще не приезжал в Челябинск. Первые 10 дней. Я сидел, думаю, анализировал. Я понимал, что да, там рейтинг, все это это такие бытовые моменты внутри дзюдо, которые никто это не знает. И смысла об этом нет говорить, там уже, знаешь, после драки кулаками махать. А именно вот такое, что то, что я мог,
контролировать и не контролировал, это режим, дисциплина. И потом вот я сидел и думал, вот, а если бы я вот вложился бы там в 11 часов, допустим, не в час там, а в 11, а может быть, как бы я лучше отборолся бы, знаешь. И спустя какое-то время ты понимаешь, что дисциплина, я вообще далеко не дисциплинированный был в плане там каких-то вот таких моментов. Мог себе позволить и на свадьбу пойти, там, и на день рождения пойти, и там как-то, не был полностью сконцентрирован, как некоторые ребята. Вот сегодня у нас министр спорта Ставропольского края, наш друг Иван Нифонтов. Просто его в пример поставлю. Мы жили с ним в Испании на одном из турниров. Вот он сейчас министр спорта в Ставропольском крае. И я в телефоне сидел, там номер двухместный, 2 кровати. И в телефоне сидел, время 10 часов не было. И он мне говорит, Ренат, если тебе не сложно, говорит, либо свет, говорит, чуть убери, говорит, с телефона, либо, говорит, прям в глаза, говорит, мне бьет, я не могу. Вы в одном номере жили? Да, вот так он рядом лежал. Так я говорю, Вань, 10 нету, говорю. Еще. Он, видимо, себя приучил, да, что в это время он уже полностью Он позже 10 спать не ложился вообще. И вот он чемпион Европы, чемпион мира, призер Олимпиады. Вот Арсен Фадзаев, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, знаешь его, он тоже, вот его когда спросили насчет режима, вообще насчет секрет успеха, он говорил, что на первом месте режим, говорит. Многие недооценивают, но даже соблюдая режим, допустим, 2 спортсмена, оба тренируются в одно и то же время, одинаковое количество часов уделяют, да, тренировочному процессу, и один режиме, другой нет. Тот, кто режим соблюдает, говорит, даже в таком же ритме он быстрее в форму быстрее входит. И он вот позже 10 часов никогда не ложился. У него друзья были, да, которые на свадьбу звали, на дискотеки и так далее. Я, говорит, ни одного дня не помню, чтобы я там где-то там дал слабину и пошел с ними. Говорит, поэтому такие люди становятся великими, да, потому что есть ряд, у меня вот тренер мой говорил, вот я недавно ездил к нему там на мероприятие в Челябинск, и он как бы такой, знаешь, крик души, и он говорит, ты, говорит, вот свой потенциал вот не на 100% не выработал, говорит, ты должен был больше, говорит, сделать. Я говорю, а что я сделал? А потом, когда ты молодой, как бы силы у тебя есть, ты думаешь, что это, знаешь, ты самый умный. А он, когда говорит тебе, там, надо вот так, надо так, и да, надо, как бы, а ты по-своему делаешь. Я не говорю, что я какой-то разгильдяй был, но я был не как Иван Нифонтов, который в 10 часов просил, допустим, убрать яркость на телефоне, потому что он ему спать мешал. Поэтому, если подрастающее поколение нас смотрит, и тот путь, который, если они выбрали этот путь, им надо на вот этот промежуток в 10 лет, 10-15 лет как бы взять себя в руки, потому что потом они об этом жалеть будут. И я только понял об этом после проигрыша на Олимпиаде, когда уже поздно. Потом уже поздно будет, да? Да, поэтому через это мы уже прошли и делаем им небольшой посыл такой. Здесь родители, наверное, должны тоже особую роль сыграть, потому что тренер не может контролировать уже после тренировки дома, чем занимается, да, ребенок. Обязательно должен контролировать, во сколько ложится, в телефоне, как часто сидит и так далее. Сейчас телефон — это первое зло, да. Сейчас помимо просто сидеть, он еще может вредить, это все. И зрение, и энергию забирает. Помню, мы как-то детей на соревнования отвезли. На соревнования вышел, такой потенциальный победитель, чемпион, да, этих турниров. Взял первую схватку, проиграл. Мы в шоке, не понимаем, что случилось. Начали у него спрашивать, а по нему видно какое-то, знаешь, вот нездоровое лицо, да. Как будто, да, не восстановился, не выспался, все хорошо с тобой, спал нормально, да, ел нормально, да, не можем понять. Оказывается, у детей спросили, там, ночью там не следили за ним, там, он нормально спал. Сперва такие, ничего не было нормально. Потом мы узнали, что, оказывается, он почти до утра в какую-то игру играл. А игра, она же такая, один тур прошел, второй тур прошел, не можешь остановиться. И вот до утра не спал и в первой схватке проиграл.
Поэтому И, вот, скорее всего, выводы с этого не сделал, почему он проиграл. да. Их надо контролировать, да, детей, особенно таких подростков. Детей-то у них еще, ну, таких прям этих нету вредных привычек, а именно подростков, их прям родителям надо У жить подростка этим. уже другие вредные привычки появляются, да, поэтому. У детей телефон, у подростков, Ну, дети не настолько Там. опасны, как подростки, потому что подростки это и гормональный фон, это природа там то, уже что заложила, да. другие увлечения, да, Да, начинаются. 100%. Вот, Ренат, ты говоришь про сильные стороны, дисциплина и так далее. А вот слабые стороны есть, которые, допустим, у тебя были с детства, и они до сих пор есть, и не можешь до Ну, сих пор они с ними даже если справиться. есть, ты думаешь, я тебе об этом скажу? Нет, да, наверняка есть, ну, никаких таких привычек нету, которые я не могу там, ну, я даже не знаю, слабых. Ну, я же говорю, единственное, что бы я изменил, вот если меня вернули бы, там, машина времени, если была бы, я бы вернулся, допустим, хотя бы за год до Олимпиады. Еще раньше, если бы вернулся, конечно, еще раньше это сделал бы, ну, это вот режим, дисциплину свою подровнял бы конкретно. А так я все, как бы, все усилия приложил. Конечно, мог больше. И когда мне это говорили, что ты потом будешь жалеть, надо вот еще больше. И я думал, да куда больше, ну я думал, что все, а как бы было куда расти. Просто чуть-чуть жалеешь, что ну, не до конца выложился. Хотя мог. Да, эти слова, к сожалению, надеюсь, слышат наши молодые ребята, которые сейчас занимаются различными видами спорта. Да, Им просто сам надо лично понять, Ренат, да, который что- участвовал на Олимпийских играх, да, который говорит, что действительно, если бы соблюдал режим и так далее, там, наверное, результат был бы другой. Поэтому просьба на это обращать пристальное внимание. Это не просто слова, это опыт, да, который... Горечь, да? Да, Такая. Ну, если они на эту дорогу вышли, да, надо как бы уже отдаться полностью. Либо вообще не выходить, самообманом не заниматься, ни тренеров не обнадеживать. Ни Хотя ты родителей. говоришь, я режим не соблюдал, тот режим, который ты соблюдал, если сейчас детям показать, Не, если этот для них, режим они для них будут это, соблюдать, наверное, это вообще... покажется... Да, да. Просто я идеализирую Да. это, я видел просто, как люди соблюдали режим. Это, ну, люди болели своим... Фанатично, да, фанатично, относились. да. Ну, я не говорю, чтобы они там маниакально как-то там закутывались, там все вот это. Да, я тоже Ну, в пределах разумного, ну, сон обязательно, чтобы был. насчет фанатичного подхода вспомнил один случай в Кисловодске на сборах, когда мы были тоже там, олимпийская база. Вот как ты говоришь, понятно, у каждого спортсмена мечта стать олимпийским чемпионом, стать чемпионом мира. Ну, ходим в зал и тренируемся, да, а есть кто действительно каждый день у него расписан вплоть до того, когда он будет вставать, когда будет ложиться, что он будет есть, между тренировками, чем будет заниматься и так далее. И в один из дней, я помню, как-то вот у нас после ужина было время, это, по-моему, молодежные сборы были. И мы, не знаю, там, то в город спускались, то там, в общем, непонятно, чем занимались. Ну, ничем плохим. На канатке, Ну, да? да. Там еще канатка. Да, где-то поздно даже возвращались, в 11-12. Мы ему говорим, пойдем с нами. Не, говорит, не хочу, говорит, мне скоро ложиться спать. А еще время было достаточно для отбоя. Он говорит, я спущусь, отвлекусь, я уже настроился, что должен все лечь, отдохнуть. Я хочу прогулку просто сделать, надышаться свежим воздухом, набраться необходимого количества кислорода для того, чтобы я хорошо выспался. Представляешь, это вот для нас это просто прийти лечь поспать, а он набирается кислорода для того, чтобы хорошо ботаник, уснуть. да? Да, мы подумали, что у него проблемы со сном, а он, оказывается, соблюдал сумасшедший режим. А он в последующем уже стал и чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Только так, по-другому. На двух стульях. Это бывает, что редко прям. Я, знаю тоже таких людей, которые позволяли себе там не соблюдать режим и стали в итоге большими спортсменами. Вот эти вроде мелочь, но оно же в совокупности потом перерастает в большой результат. Это самая неприятная мелочь. Именно вот дисциплина и режим.
это та мелочь, которая тебя не прощает потом. Да. Там мелочь какая-то где-то там, поехать в горы, там заболеть, это да, там ты вылечился, дальше пошел. А это мелочь, которая вот, как я потом вот так будет сидеть и рассказывать, чего не хватило. Поэтому лучше на это обратить внимание. Ренат, вот скажи, пожалуйста, в каком возрасте лучше всего отдать ребенка на дзюдо, на борьбу? Вот разницы нет. Вот совет такой для родителей, с какого возраста им надо уже задуматься о том, чтобы отдать на тот или иной вид спорта? Ну, это для меня, наверное, сейчас самый актуальный вопрос. Начало учебного года. И, естественно, куча новеньких и куча вопросов от родителей. И поделюсь, это сугубо мое личное мнение, никому его не навязываю. У меня, буду проводить аналогию на своем сыне, которому сейчас 3,5 года, и который подходит к этому порогу, когда ему надо, куда-то его чем-то надо увлечь. Ну, мое мнение, что лучше спортивной гимнастики для базы, для начальной базы любого ребенка, будь он дзюдоистом в дальнейшем, вольником, боксером, там, без разницы. Это как фундамент, это как закладка дома, когда происходит. Мы же много манипуляций разных делаем, чтобы дом крепко стоял. То же самое, я считаю, что это спортивная гимнастика. И сам своего сына отведу. Вот, я думаю, что с Нового года уже он будет заниматься этим. Что касается плавания, это тоже есть такое мнение. Я большой сторонник этого мнения. Но если есть какие-то, допустим, рекомендации, там сейчас же много детей со сколиозом, там, с нарушенными какими-то проблемами, там, с осанкой нарушенной. Если есть такие рекомендации, то однозначно можно совместить как спортивную гимнастику, так и плавание. Но когда к нам приводят, вот недавно мне звонила одна родительница и хочет ребенка записать, а ему 3,5, как мой сын. И, естественно, с маленькими детьми у нас занимаются тренеры, которые могут. Сейчас это очень, делать. кстати, очень рано отдают сейчас и на дзюдо, и на Они борьбу. туда приводят как в игровую комнату, знаешь. Я поэтому говорю, смысл туда приводить 3-летнего ребенка, или 4-летнего, или 5-летнего там образа. 5-летний еще более или менее он начинает слышать тренера, слышать какие-то команды, что такое хорошо, что такое плохо, тапочки там подровнять, какие-то моменты такие уже можно регулировать. А 3-4 года, это люди, которые будут говорить, что в 3-летнем возрасте им можно что-то объяснить, я не знаю. Я таких детей не... У меня свой такой есть, я ему ничего не могу объяснить. Как я другому, может, другой будет слушать, я не знаю, но я не сторонник такого раннего дзюдо. Я сторонник, чтобы ребенка можно было развить и уже потом по чуть-чуть. Это будет и облегчение для дальнейшего занятия любого вида спорта. Это уже будет акробатика хорошая после спортивной гимнастики. Это будет растяжка хорошая. Поэтому мой выбор — это спортивная гимнастика. И директора школы спортивной гимнастики, он не даст соврать. Саша по-любому нас будет смотреть. Я его замучил уже, наверное, года 2 я его готовлю. Саша Джимакула. Да. Года, 1,5 точно я его уже готовлю и говорю, что мой сын придет в твою школу, давай, готовься. У тренеров часто тоже наблюдаю, в последнее время с 5-6 начинают брать. Как ты говорил, для гимнастики, каких-то других видов, наверное, возраст 5-6 лет, наверное, еще нормально, но для борьбы, дзюдо, таких силовых видов, на мой взгляд, это слишком рано. И когда задаешь вопрос, а не рановато ли вы их берете, в ответ слышишь, что тренеры же тоже не хотят упускать детей, да, они говорят, если мы сейчас их не возьмем, в любом случае ребенка отведут в другой вид спорта. Поэтому мы их берем, там, года 2-3 с ними проводим в игровой форме, тренируем их и так далее. И к 8-9 годам уже начинаем
более такие... Ну, будет идеально, если их будут профессионально готовить к этому всему. Как бы, ну, я изначально вот свои пожелания сказал вот тренерам, гимнастам. Я сказал, что если он вдруг в дальнейшем захочет быть гимнастом, естественно, этому не буду препятствовать. Пусть в любом... Единственное, я и сейчас говорю, и буду говорить, что он будет в спорте. О каком он будет в спорте, это его выбор. Я не буду там давить, там вот дзюдо ты должен заниматься и все. Это, ну, отдельная личность растет. Сейчас он маленький, завтра он большой станет и где-то, ну, там скажет, а мне вот это нравилось, а ты мне не дал там. Ну, хотя моя мама меня не спрашивала, что я хочу. Ну, я как бы чуть-чуть свободу в выборе я дам, а свободу в отсутствии спорта не дам, конечно. Поэтому начнет с гимнастики, а там уже, ну, я бы рекомендовал бы, конечно, начать с гимнастики. И тренерам по гимнастике я говорю, что 90%, что когда вы выполните свою работу, я его заберу. Как бы я поэтому хочу приводить к вам на платной основе, платить тренеру, там, сколько это нужно, чтобы не было такого, да, там он пришел, они в него сердце, душу вложили, а он потом завтра убежал в другой вид спорта. Ну вот я на своем примере тоже скажу, что столкнулся с этим вопросом. Хочу, естественно, да, чтобы сын занимался борьбой, но по методическим рекомендациям, да, как тренеры говорят советской закалки, раньше 10 лет нежелательно, и до 10 лет, ну, либо гимнастика, либо еще какой-то вид спорта. И опять-таки боишься, сейчас отдашь на гимнастику, полюбит этот вид спорта, там останется, отдашь на футбол, там останется. И поэтому как-то не можешь решиться и отдать в конкретный вид спорта. Я часто задумывался, вот если бы был какая-то секция, где не было бы определенного уклона по какому-то виду, да, там дзюдо, футбол, борьба и так далее, а просто ребенка брали бы и занимались бы с ним там... Физкультурой. Да, физкультурой, да, начальная физическая подготовка. И к 10 годам условно, да, вот мой сын был бы уже физически крепкий, его бы к тому моменту обучили гимнастике, там, акробатическим каким-то упражнениям, рандат, фляг и так далее. То есть, по сути, уже готовый спортсмен. И даже, наверное, для тренера это было бы удобно. Ему уже передали готового спортсмена. Ты, наверное, сам сталкиваешься, когда совсем молодого парнишку берешь, очень много времени уходит на то, чтобы на самые такие основные азы, да, это шпагат, это гимнастика, Да, это элементарно кувырки. кувырки, да, чтобы не травмировать себя и так далее. Вот как думаешь, вот если бы была такая секция, она бы пользовалась спросом? Да, эта секция и есть под названием спортивная гимнастика. Ну, я, конечно, ни в коем случае не так, чтобы... Мне этот вид очень нравится, я очень уважаю этот вид спорта. Ну, для меня вот спортивная гимнастика только в таком формате. Ну, если мой сын, допустим, скажет, что я хочу там остаться и показывать там какой-то, стараться показать результат в этом виде, я этому тоже препятствовать не буду, повторюсь. Но на сегодняшний день в нашей республике есть определенная история, которую никуда мы не денем. И единственный олимпийский чемпион нашей республики, он по спортивной гимнастике. Поэтому, значит, что-то, да, какой-то секрет успеха у нас есть. Да, школа есть. Школа есть, база есть. Практика, опыт есть. Уже когда стал первым номером сборной, мой тренер у меня 2 раза в неделю, когда я приезжал в Челябинск, я ездил на тренировку по гимнастике, ну, для акробатики. Я когда пришел туда, он так, мы заговорились, там, Ренат, там, ты откуда вообще? Я говорю, я с Карачаево-Черкесии, здесь тренируюсь. Юрий Алиевич Дохов, говорит, слышал такого? Я говорю, да, в Челябинске. Я говорю, да, это, говорит, большая, говорит, машина для подготовки чемпионов. В Челябинске мне тренер по гимнастике, который меня вообще знать не знает, как бы сказал, что у нас тут есть такой-то, такой-то, многоуважаемый, и олимпийский чемпион как бы от них тоже. Ну, у нас и легкая атлетика тоже славится своими воспитанниками. Бокс, и там есть представители участников Олимпийских игр.
Ну да. по легкой атлетике Дмитрий Тейнц, Да, да, да. он в Сиднее, по-моему, да, он был Он в Сиднее, участником да. Олимпийских игр. По боксу у нас Мурат Храчев, призер Олимпийских игр в Афинах, по-моему, да, в В Афинах, 2004 да. году. Вот. Про Сашу Джамакулова сказал, вспомнил, он, и ты, когда-то вы являлись главным судьей Абазинских игр. Если помнишь, это было... Ты был главным Кубине судьей это в было. Кубине в 2019 году, да, по-моему? Нет, в 2022 году в Кубине. Было в Кубине, но год Да, не хотел помню. спросить твои впечатления об этих играх, что больше запомнилось, там, сами спортсмены или там формат проведения. Как думаешь, насколько вообще важно, нужно проводить подобные игры? И, возможно, было бы неплохо проводить это в каждом народе, да? Ну, честно скажу, вот изначально, когда вот начиналась вот эта тенденция игр, я Мусоха Балевича очень хорошо знаю, и для меня это очень интересный человек, даже как-то у него дома в Красном Востоке был такой момент, что мы приехали к нему домой, и где-то до часу ночи или до 12, я не помню, сидели у него в летней кухне, и вот столько всего он рассказывал, ну, на самом деле, очень интересный. И идею с этими играми, я думаю, что это тоже от него исходит однозначно. Ну, из начала, да, как бы начало от него пошло. И можно сказать, несколько, ну, раз 5 точно я ездил вот на игры, смотрел, и в этом году я был, и это все очень шикарно, по мне. И я думаю, что это очень сильно сплочает как молодежь, так и взрослых. Я вот в этом году даже был, когда в Старокувинске, обратно ехал, ну, выезжал, это просто один случай, я скажу. И смотрю, женщина взрослая и маленький ребенок на дороге стоит. И они голосуют. И, ну, я остановился, прям вот только выехал со Старокувинска и, ну, думаю, довезу с собой. И, естественно, абазинка, женщина, и с ней маленький ребенок. Я говорю, а вы, ну, откуда, что, как? Там мы, говорит, после Старокувинска Новокувинск идет, да? И потом Да. вот еще один, второй. Эрсакон. Ну, вот после Новокувинска она Если вот туда сюда, в едет. сторону Да, в сторону Черкесска, да, города, да. Эрсакон идет. Вот туда им надо было. Я говорю, а как вы оттуда на чем, говорю, сады? Ну, мы так же, говорит, на попутках добрались. А я говорю, а что, ну, вам интересно? Говорю, ну, просто мне интересно было, мы ехали, жара такая, там же очень жарко было, вот это, когда игры были. Да, говорит, у меня, говорит, моя внучка, это внучка с ней была, вот ей прям, она очень хотела попасть на эти игры, ей было очень интересно. Ну, значит, исходя из этих ответов, ну, молодежь интересуется, да, тем, что происходит. И, значит, не просто так это все делается и организовывается. За это отдельная благодарность всей команде Алашара. Не раз я был и, как ты говоришь, и судьей, и просто волонтером, может, и просто собеседником Мусыха Балевича. Это на самом деле большая работа, большое дело делают. И я думаю, что это надо развивать. Ну, в каком народе, в каком направлении это уже решать людям, как бы, кому это будет интересно. Но вот эту традицию, я думаю, нельзя оставлять. И надо, чтобы это все проходило. Но единственное, как я раньше говорил уже, кроме каната, вот все остальное происходит в такой очень дружелюбной, праздничной атмосфере. Именно вот когда доходит до каната и вот начинаются вот эти споры, и вот это как бы, мои пожелания были бы таковы, что если кто-то будет из участников это слушать, чтобы чуть-чуть все равно, это же праздник, там же нету никакого там спортивного интереса, там, выиграли, проиграли. Цель всех этих игр — это объединение, сплочение. Ну да, как бы цель, надо, вот ты правильно говоришь, что
Мы для чего это проходит? Для того, чтобы люди собрались, там, кто-то познакомился, кто-то подружился, там, какой-то праздник провели. А все так прекрасно начинается, и в конце уже чувствуется вот этот накал, который, ну, можно чуть-чуть его подсбавить. Ну, это мое мнение. А так, конечно, если это дает какое-то дополнительное удовольствие для ребят, ну, препятствовать этому не могу, конечно. Да, канат на самом деле поддержу, является самым зрелищным, наверное, из всех видов. Плюс он еще проходит на сцене, у всех на виду. Наверное, в совокупности это и зашкаливает эмоции у самих спортсменов. Ну, главное, что все хорошо всегда заканчивается, поэтому будем надеяться, что тебя услышат. Ну, я как житель ПСЖ, естественно, я не буду скрывать, я живу в ПСЖ уже 5-й год. И когда я узнал, я даже и несколько раз тренировался с ребятами, ну, в роли спарринга. И, как есть говорю, болел за ПСЖ. И, может быть, и на следующих играх буду болеть за ПСЖ, но... В качестве участника ты Нет, в качестве... спортсмена точно Ну, не выступал. как молодежь, и не только молодежь, уже по чуть-чуть мне начинает это предложение закидывать, чтобы я был в составе команды. Я и так в составе команды, я же говорю, я ездил, помогал им, когда я мог, постоянно был с ними рядом. Ну, самое большое пожелание, чтобы это все было в доброй форме. Потому что те же ребята с того же Инжичкуна, да, которые стали победителями, они будут пересекаться после этих игр по 100 раз. И не должен быть какой-то осадок у одной или другой команды. Просто в дружеской форме. Это то, что сделали ребята, не знаю, кто это был организатором, может быть и ты, наверное, да? Что вот так сели, потом поели мясо. И спортсмены сами Да, решили. это был очень добрый, очень хороший знак. Вот в таком контексте должно все идти. А так, сама идея игр очень топ, классная. Ну, это не первый случай, когда команда-победитель, ну, независимо, победитель или нет, когда приглашает к себе остальных участников игр и накрывает им стол, там в честь них зарезали барашку. Это такая добрая традиция, которая уже несколько лет длится. И, возможно, в самих играх этот накал, наверное, как-то ощущается, глаза режет, но с уверенностью надо могу... снимать, что происходит за С кулисами. уверенностью могу сказать, что за пределами сцены взаимоотношения между спортсменами очень даже позитивные, теплые. Ну, в любом случае, напоминать об этом стоит, да, чтобы там из года в год вот эти эмоции все-таки не зашкаливали и не превращались во что-то там другое, да. Сегодня мы знаем, как особенно ММА, да, вот вроде их просят просто там на камеру пару этих словесных перепалок, в итоге это превращается уже в личную неприязнь, да, и так далее. Да, да. Да, мы живем на Кавказе, у нас свои традиции, обычаи, я думаю, у нас такого не будет, и должны, как никто другой, соблюдать взаимоуважение между спортсменами. Это основа однозначно. Ты... Поэтому с удовольствием я и должен был приехать кушать барашку вместе с вами, но я был в отъезде. В следующий раз с удовольствием буду участником или нет, постараюсь приехать. Вот на вот это мероприятие я с удовольствием приму участие. Ренат, ты сказал, что сам уже 5 лет живешь, да, в ПСЖ, а в ПСЖ, ну, насколько мы знаем, хорошие спортивные традиции, и самбо очень на хорошем счету, есть хорошие результаты у того же Мусыки Шмахова. Вот не приходилось ли тебе самому как-то заходить в спортзал, быть частью всего этого процесса, да? Я был, конечно. Что можешь рассказать я и на мастер-классе был. Про воспитанников? Ну, Псыжской я школы. всегда вообще козыряю ПСЖом, знаешь, как то, что это я живу в самом большом ауле в мире. И когда мне начинают кто-то из ребят, которые, ну, не знают, что такое ПСЖ. Вообще, многие, на самом деле, ПСЖ узнали из-за воды. Вот вода, как ПСЖ началась, и многие, как бы, по России начали узнавать, ПСЖ, это где вода, вот это делается. Ролик был там «Возьми воду», где ПСЖ, там команда ПСЖ, да? И, как бы,
своим друзьям тоже там Псыж, ну, все там, и даже некоторые мои друзья, что там, как там, Псыж, еще так, знаешь, выговаривают, не могут нормально выговаривать. Ну, в свое время про Псыж знали еще в советское время, может, не в советское время, вот лет 20 назад самбо там было сильно развито, Вот, и Псыже, вот я, первопроходцами, да, больших этих достижений, результатов были как раз такие псыжские ребята. Вот пока Вячеслав Иванович жив, надо, чтобы кто-то под видео это сделал. Это не мои слова, цитирую слова великого тренера нашей республики Пчелкина Вячеслава Ивановича. Самые талантливые спортсмены живут в Псыже, он говорит. А если это еще конец Псыжа, говорит, это вообще, говорит, космос. Поэтому, ну, это он, видимо, видел в них какой-то потенциал. У нас очень много ребят с Псыжа на тренировку приезжало. Ну, тогда я жил в городе, когда я тренировался. Ну, можно сказать, я не знаю, 30% молодежи Псыжа прошли через подвал 5-й школы. И там были и чемпионы, ну, победители первенств мира, и Назир Кишмахов, который в 20 лет 2 раза на России призерах был. Ну, в то время, в 20 лет призером России быть, это было очень круто. Ну, такого никто не делал. И Марат Абитов, победителем первенства Европы был. Ну, это все ребята, вот маленькие пацаны, которые приезжали на автобусе на тренировку и выигрывали такие соревнования. Анзор Гогов тоже, да? Анзор Псыж, Гогов тоже с Псыжа, да. псыжский. Вот сегодня чемпионом России стал тоже уроженец Псыжа. И Рамед Гукев тоже Псыж, как бы. Уже даже у нас наш друг, младший наш брат, можно сказать, Альберт Агузов, Да. который сам с Красного Востока, но тянется к нам тоже. Да. В ПСЖ находится постоянно. Поэтому я ему всегда это говорю, что ты, ну, сюда, когда заезжаешь, у псыжских ребят, говорю, ну, можешь у меня, говорю, спрашивать. Этого будет достаточно, ну, в такой шуточной форме. Поэтому спортивная часть ПСЖа, она очень богата, насыщена. И до нас были ребята, которые показывали, и не только с ПСЖ, вообще в целом, как бы, у абазинского народа очень много именно потенциально таких крепких ребят именно в самбо, в дзюдо был. Сегодня у нас руководитель администрации, главы, чемпион мира по самбо. Ну, это уже уроженец вашего аула, да? Чекунский парень, да. Поэтому в таком маленьком народе и прям так насыщенно. Руслан Кишмахов, чемпион Европы. Сегодня тренер Анзора Гогова, вот, который чемпионом стал. Как бы... Ну, если взять так на душу населения, в процентном соотношении показатели неплохие, да? Я думаю, одни из лучших. Ну, процентное соотношение. Даже взять к тому, что есть призер Олимпийских игр Мурат Храчев, да, уже. Да, это процент. О многом говорит. Ну, если прям всех собрать и на процентное соотношение, это очень большой успех. Поэтому там одних мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта. Ну, судя по тому, что ты сейчас рассказал, хоть и, не знаю, в детстве, может, кто-то не верил в тебя, у тебя не было выхода не стать великим спортсменом. Самое главное, что я тебя перебью, Расул, моя псыжская мама в это верила. Этого будет достаточно, было достаточно на тот момент. Мне тренер даже Вячеслав Иванович всегда говорил, ты, говорит, борешься за то, что у тебя мама с Псыжа, говорит, еще и с конца, говорит. Поэтому всегда так на это акцентировал. В тебе течет абазинская кровь, и дагестанская школа, насколько мы знаем, она вообще всегда занимает лидирующие позиции по всем видам спорта. Тут ты еще отметил, что и абазины из этого народа тоже хорошие спортсмены выходят. Поэтому и не вариант было тебе не стать. Выбора не было, да. Ну, тут даже, знаешь, конечно, своя рубашка ближе к телу, но я лично за то, чтобы все представители всех наших народов, которые у нас живут, чтобы они все развивались, чтобы у них у всех были перспективные ребята. Вот я знаю, насколько вот из вольной борьбы, как сейчас сильно развивается Ногайский район. Очень круто же это. Пусть это будут
с того района ребята, но они тоже, это просто так ничего не, это 100% они очень много усилий прикладывают к тому, чтобы вот находиться на этом месте, где они сегодня находятся. В этом же маленьком ПСЖ у нас Азамат Шнатлов, который работает буквально, ну сколько, лет 5, наверное, 6. Уже у него Хорошие результаты, да. да. Сам является тоже, кстати, победителем Олимпийских игр среди юношей. Да, и это же о многом говорит, то, что значит работа идет. Когда есть какой-то результат, значит эти ребята очень много трудятся, и мы будем только добра желать, если у них будет еще больше получаться. Да, согласен, Ряд. Мы хоть и шутим, да, там абазины, талантливый народ там, и так далее. Ну, на Кавказе, я считаю, все народы, в каждом народе есть талантливые ребята. В спорте, как мы знаем, как никто другой, что нет национальности, да. Для нас спортсмен, все, он уже является нашим близким, братом, независимо от того, какой национальности, какое вероисповедание. По себе могу сказать точно, что у нас у борцов, наверное, ты тоже знаешь, что мы очень сплоченны, мы со всеми ребятами, с которыми когда-то тренировался, до сих пор общаемся, держим связь, поддерживаем друг друга во всех начинаниях, в различных вопросах и так далее. Поэтому, ну, я лично по себе могу сказать, что не жалею ни одного дня, что занимался спортом, хоть и не добился высоких наград, но то, что я обрел в этом спорте, я считаю, это самое ценное, самое большое богатство, то, что могло со мной случиться. Однозначно, полностью согласен с тобой, Расул. На этом наш подкаст подходит к концу. Ренат, тебе еще раз большая благодарность, что уделил время, пришел к нам. Спасибо тебе большое. Вам спасибо, Расул, вашему всему начинанию, всему делу. Очень приятно было иметь с вами дело. Я надеюсь, что для нашего подрастающего поколения, не только для родителей, это будет очень полезным эфиром. Спасибо. Спасибо.